Сыктывкаре, в республике Коми сложилась отличная литературная среда. Вот. И те, кто пишет на комик, те, кто на русском, понимаете, это настоящие люди, которые живут литературой. Это люди, для которых литература – это серьезное дело. Они хотят что-то сказать именно свое в литературе. И по коми, и по-русски. И вот это вот еще, по-моему, Елена Васильевна Козлова заметила, что у нас у литературы два крыла. И коми, и русская. Это помогает нам выше подняться. Есть, конечно, и свои минусы, допустим, для русских авторов. У меня все-таки... Вот для коми авторов здесь все деревни вокруг коми. Они могут питаться вот этой вот средой деревенской, как бы вот это, насыщать свою поэзию. А вот для русских, конечно, у нас в основном городская поэзия. Это немножко как бы ее сужает, может быть, в плане лексическом, еще в некоторых планах. Но зато, да, кстати, дает вот больше мыслей, идей. И очень много у нас интересных авторов, что вот тоже опять еще мне повезло, что как бы вот именно общение с ними позволило и мне как расти постоянно как автору. Вот, в первую очередь, конечно, надо поблагодарить Надежду Александровну, что я попал в Сыктывкарскую мастерскую. И вообще там создалась такая среда. Но и потом мне как-то везло на тех авторов, которыми у нас есть в республике. От каждого можно что-то подчеркнуть. Сегодняшнее состояние литературы республики я оцениваю очень положительно. Ну, больше, конечно, здесь у нас больше положительно можно оценить поэзию. Вот в поэзии очень много авторов, как и в коми, так и в русской. Вот несколько сложнее в прозе. Вот, конечно, проза, конечно, требует долгих лет, большого опыта, но как-то вот с прозой пока не получается в таких масштабных романах, которые у нас есть традиция же. Вот Геннадий Юшков, Иван Торопов, там, Владимир Тимин, они писали большие прозаические вещи, вот особенно там Торопов и Юшков. Я думаю, что такая традиция должна возродиться. На русском у нас Петр Столповский, Елена Габова. Но хотелось бы, чтобы появились вот такие самобытные романисты, которые писали бы вот... Ну, вот сейчас есть Алексей Мишарин. Вот это у него интересный у него роман «Нашла коса на камень». Но хотелось, чтобы получилось бы более молодые появились авторы. Более молодые, которые серьезно бы работали бы в литературе. Ну, я думаю, что вот наши семинары, которые у нас проводят ежегодно, 1 год у нас для коми авторов, 1 год для русских авторов, они должны дать какой-то позитивный результат. Ну, какой-то всегда есть перерыв. В конце концов, вот Арла Валтон сказал, что у коми поэзии женское лицо. Есть такая тенденция, что у нас авторы все больше становятся женского пола. Такое бремя вытянуть литературный процесс сегодня легло на женский пол у нас, на женщин, на девушек, которые, так сказать, талантливее, чем юноши. Может, и не талантливее, но юноши как бы ушли в другую сторону, может быть. Вот, но они действительно талантливые, они пытаются, так сказать, держать эту традицию, высокую традицию, которую за счет заложил Иван Куратов, мой родственник. И я думаю, что, кстати, эта традиция будет продолжаться. И республиканское, наше региональное отделение Союза писателей России, Союз писателей Республики Коми, оно считается одним из сильнейших провинциальных организаций писательских и будет сильнейшей организацией. Я в заключение прочитаю еще одно стихотворение, да, «Хождение по водам». «По воде, как по суху пойду, задевая по пути звезду, что в полночном море отразилась, Господи, а если пропаду? Взгляд теряет звезды и луну, шаг ныряет в шумную волну. Маловерный, что ж я усомнился, только усомнился и тону. Мысль, как камень, падает до дна, чтобы стала жизни глубина, постижима страннику по водам, как она темна и холодна, как темны подводные края, где скользит упрямая змея. Мысль моя, как проходить по водам до небесной тайны бытия».